год у нас уже, можно сказать, завершился, 21-й. Наверное, я думаю, не очень плохо. Не очень плохо год мы завершили. Никакого достижения другого сравнительно, но это не те достижения, не те заслуги, которые мы должны с вами добиваться. И основная задача было 5 направлений, которые мы поставили перед собой. Цель: математика, химия, биология, русский язык и история обществознания. Или направления нового лица. Те направления, на которые мы должны давать особое внимание, уделять. Должны на это. С этой целью, чтобы не было для вас новостью, чтобы вы потом не говорили, что зачем это нужно, кто его отправил, он откуда пришел, зачем он сюда пришел и так далее и тому подобное. У нас есть представитель, специалист информационно-методического центра Магомед Османович Алибеков, который будет ходить по всем образовательным учреждениям. В любое время, днем и ночью, будет проверять все, что там есть, без финансово-хозяйственной деятельности. Что касается финансово-хозяйственной деятельности, они проверяют. Что касается образования, что касается воспитания, что касается поведения и так далее, и тому подобное, есть Магомед Османович Алибеков, который будет ходить по всем этим образовательным учреждениям. Каждый день он может приходить в одну и ту же школу, может 3 месяца один раз прийти в школу, может вообще не приходить в школу, может день 3 раза приходить в школу, проверять. Это все он будет оставлять справки у вас. Одна справка будет у меня, я ее буду контролировать, как вы исполняете те нарушения, которые, или те замечания, которые вам были сделаны на тот период, как вы их исполнили в течение недели, в течение дня, который можно исправить, в течение месяца, который можно, в течение полугода можно исправлять. Элькинов исправлено на Бихизе. Этот вопрос. Эти все справки будут заноситься в компьютер. Они будут висеть в папках за каждым образовательным учреждением. Если, например, человек пришел, 1 раз сделали замечание, 2 раз сделали замечание, 3 раз сделали замечание, если это все не исправляется, этому человеку надо делать выводы. Самому руководителю надо сделать выводы, почему он это не делает и почему не справляется он с этой поставленной задачей. Это первый вопрос, который хотел озвучить. Второй вопрос. Те возможности, которые есть у Хунзалского района, сегодня нету, наверное, ни у какого другого района. Провести любую программу, принимать участие в любой программе, которая идет, осуществляется в нашей республике. Хунзалский район на 22 год поставил на капремонт всего 2 школы. Из 40 школ на капремонт поставили 2 школы. Хорошо получается, да? Мы же такие богатые, у нас бюджет безразмерный. Каждый день можно приходить, там, мне там печку дай, мне отопление дай, у меня окна разваливаются, у меня крышу снесло там и так далее. Там потом есть же у вас глава, к которому можно приходить. Вместо того, чтобы получить деньги и отремонтировать школу, вот в Малом Гацатле ремонтируют садики по программе местной инициативы. А что, другие не могли этого делать? Другие главы почему этого не сделали? За 5 миллионов рублей новый садик строится у них, или за 5, или за 6 миллионов рублей. Бюджет республики дали 5 миллионов. Сельские поселения софинансированы 500 тысяч рублей. И район дал дополнительные деньги. Практически новый садик у них будет. А что у нас, кроме 2 садиков, 2 школы, Рочлов и Ках, которые мы поставили на капремонт. А другие школы не те пора нам же не нужны больше школ. Но зачем ремонтировать? Пришли к главе и сказали, там, давай нам там линолеум надо постелить, там, окна надо поменять, дверь надо поменять. Вам же все делает глава. Мы же, больше у нас других проблем нету, кроме как латать дырки в образовательных учреждениях. Весь бюджет района
80% бюджета района уходит на образование, чтобы вы знали. 60% заработная плата и 20% на латание вот этих дыр. У нас других проблем, получается, нету. И все почему? Потому что элементарный вопрос в отчетах никто не указывает, что их учреждения нуждаются или в капремонте, или в новом строительстве. Следующий вопрос, с чем мы сталкиваемся и столкнулись и в этом году, делали свидетельство о собственности по каждому образовательному учреждению. Смешно, если бы не было так обидно. Половину учреждений поставили зеленки на другие дома, кто на частные дома поставил, кто еще куда поставил. Земли не хватает для строительства школ. Анская школа во Львову, половина из них земли не в порядке. Ну, как можно? Как так можно, вот школа, которую мы хотим строить, земли не хватает? Куришь? Да, так же получается. Там на дома поставили часть, кто-то еще куда-то поставил землю с садика, кто-то отхватить хотел там часть земли от школы. Ну, это же дети наши где ходят. Эти же туда должны наши дети ходить. Мы хотим с этой же школы построить садики. Как мы это будем делать, если земли не хватает? Или вопрос руками контроля. Жака директор школы говорит, он уже не пойдет. Раньше директора так не делали. Теперь директора за талант школы же Владимир участвовал, время во сколько зашел, во сколько вышел. И для чего он туда ходит? И что делается с этой школой? Теперь тоже надо это же самое. То же самое с садиками. Запускается новая программа вместо 100 школ со следующего года. Будет программа по садикам. У нас очень много садиков. Очень много садиков в плачевном состоянии. Есть, которые мы новые будем строить, есть, которые новые строить нецелесообразно пока. Абухи много, шубухи много, или там одной групповой садики заново устроить, тратить 40-50 миллионов рублей нам не дадут. Поэтому, у кого есть такие садики, сегодня надо думать, готовить документы для участия в этой программе. Вот как готовили, как участвовали в программе 100 школ, точно так же, как она будет называться, программа 100 садиков, или там, как она будет по-другому называться, но это будет со следующего года. 2 миллиона, 3 миллиона, 5 миллионов рублей могут дать из республиканского бюджета. Это участие я выступал обязательно. Обязательно там надо участвовать 7. Практически на районе работали, что туда говорю, нету садик, отвечаешь каким-то маломальским требованиям. Остальные все не отвечают. Поэтому нужно участвовать в Кибрюке. Я не знаю другого садика, который участвует, то есть который отвечает этим требованиям. Что касается новогодних мероприятий. Новогодние мероприятия, судя по тому, как мы идем, как мы ощущаем, наверное, скорее всего, придется проводить в каждом классном помещении. Ни в общей школе, ни в общей садиках, других мероприятий не проводить все в каждом классе, в каждой группе отдельно. Не проводить мероприятия. Все видели на прошлой неделе, какая обстановка была у нас в районе. 30%, 40%, 50% дети не ходили в школу. Это у нас везде. И в нашем районе, и по всей республике такая ситуация. Во избежание этих всех проблем, чтобы опять не говорили, что завтра не умеет себя вести, проводить эти мероприятия отдельно. В каждой группе ничего такого нет. Наоборот, родители будут рады, они увидят, вот, на что способны их дети. Что они могут, что они не могут. С приглашением всех родителей. Самый больной вопрос. Рабочие места в школах. Все хотят, чтобы в школах было больше рабочих мест, чтобы все были заняты. Сколько человек в этом году приняли молодых? 18. 18 человек приняли. Никогда же так не принимали. В следующем году тоже будем принимать. Есть категории штатов, которых нельзя держать.
6 миллионов рублей акт написали проверяющие ревизоры за то, что наши организаторы числились заместителями по воспитательной работе. Зачем держать то, что нельзя держать? Зачем давать повод тем людям, которые приходят нас проверять, когда мы сами можем эти вопросы регулировать? 6 миллионов рублей вот мне приходится сейчас платить из-за вас, из-за безответственности руководителей. Ни одного человека же нет там, которого я поставил. Ни одного человека нету, который я сказал оставить. Или я сейчас должен пройти спорить с людьми, решать вопросы из-за того, чтобы не наказали. Это каждого руководителя, который незаконно выплатил эти деньги. Вы же платите им деньги, руководители. Не нужно этого делать. Я делаю сокращение не потому, что я хочу там людей обижать или что-то делать, а потому что нельзя делать незаконные вещи. Нельзя держать штаты незаконные. Нельзя такие вещи делать. Я не привык просить или там умолять людей, которые мне в сыновья годятся, краснеть перед ними. Не привык я к этому. Я люблю законно, чтобы все было. Для этого я делаю все возможное. В прошлом году кто не получал дополнительные выплаты по мною? Я же мог эти деньги не выплатить вам. Я бы с удовольствием мог бы их не выплатить. Я мог бы их потратить на другие цели. Я же вам отдал их. Всем же отдал. Все школы получили, все садики получили. Всем раздал. Все же оборудование получили. Все получили. Поэтому не нужно заниматься незаконными вещами. Эти вопросы нужно держать на контроле ежедневно. В каждую школу я прихожу, каждый директор говорит: это окно я поставил, эту лампочку я поставил, эту дверь я сделал, эту дорогу я сделал, эти книги я купил, это мое. А теперь почему не делаете? Вот интересно мне, почему я пришел, мыло дай, туалетную бумагу дай, швабру дай, тряпку дай, порошок дай для мойки этого всего, тарелку дай, вилку дай, ложку дай, замок дай, ключ дай, стекло дай, вплоть до того, что стекло побить, деньги просят. А в чем проблема? Что случилось? Время поменялось. Наоборот, когда я сюда пришел руководителем, у вас средняя зарплата была 17 тысяч рублей. Я вам сделал 23-24 тысячи рублей среднюю зарплату. Денег я вам не жалею, премии я вам плачу, зарплату вовремя плачу. Месяц 2 раза платить начал, чтобы вам легче было их тратить. А почему сейчас никто не хочет в школе краски, на ремонте деньги начал давать? А в чем проблема? Почему никто ничего не покупает? В чем проблема? Я же вам больше начал платить. И садикам начал больше платить. Вот вопрос, на который я не могу найти ответ уже вот неделю, честное слово, неделю мучаюсь. Почему вот все раньше было хорошо, сейчас стало плохо? Вроде бы все делают, чтобы хорошо было. Котельную надо ремонтировать, пожалуйста. Котел надо купить, пожалуйста. Батарейки надо купить, пожалуйста. Футбольное поле надо, пожалуйста. Все. Интерактивную доску, пожалуйста. Музыкальный центр, пожалуйста. Проектор, пожалуйста. Что надо еще? Непонятно, в чем проблема. Вот не могу до сих пор разобраться, что происходит. Этот вопрос, на который я не знаю ответа. Это все организационные моменты, эти все моменты, которые мы должны делать каждый день. Точно так же, как каждый день, приходя в школу, вы должны проводить утреннюю зарядку. Точно так же, как вы должны проводить пятиминутки, как приходите там на рабочие места. Точно так же, как вы должны контролировать директора школы, пойти там проверять, как проводятся уроки. Это же все истина такая, которая везде написана, которую нужно знать. Еще один вопрос, который у меня возникает. Есть у нас бюджетные учреждения ДШ и ДДТ и спортивные школы. На спорт, я думал, 30 миллионов. Вы представьте себе, на спортшколу мы тратим 34 миллиона рублей в год. 34 миллиона рублей в год мы тратим на спорт.
какие должны у нас быть чемпионы. Весь район у нас должны быть одни спортсмены. ДШИ, ДДТ, мы сделали специальное бюджетное учреждение. В прошлом году мы не ставили муниципальное задание, хотя должны были ставить, и с этого года будем ставить. Если эти люди определенную сумму денег не будут зарабатывать, есть 24 ставки, да, ДШИ, и 16 ставок ДДТ, по-моему, если я не ошибаюсь. Если получается 40 человек работают в двух учреждениях, 40 групп. Танцевальни они будут, хореография там будет, там еще какие-то, там спортивные будут, скалолазание, там, что бы там ни было. Да, это все нужно показывать нашим жителям Магомеда, ДШИ и ДДТ. У вас будут задания, и вы должны зарабатывать. Мы с вас ничего за эти 3 года не требуем. Мы вам даем все время, пытаемся, чтобы вы работали, чтобы вы, ваши специалисты могли давать знания нашим детям. Танцоров ищем в районе. 12 человек с трудом набрали, на замену никого нет. А вы знаете, сколько зарплата танцоров у нас в Доме культуры? Сказать? 29 тысяч рублей будет на одной ставке в следующем году. 29 тысяч рублей. И ДШИ будет такая же средняя зарплата. Поэтому уже пришло время, каждый человек должен отвечать за свои действия. Сейчас Патимат Хадисовна, я думаю, что даст нам информацию о том, что кто и как работает. Патимат Хадисовна, большая просьба с сегодняшнего дня называть вещи своими именами. Есть директор школы, плохой, Кацафинская школа, Абдурахман Магомедович плохой. Есть хороший директор школы, любой, он хороший. Людей надо называть, людей надо, хороших тоже надо выделять, нехороших тоже надо выделять. Не для того, чтобы принимать какие-то меры, а для того, чтобы этот человек знал, что он в отстающих, чтобы он принимал меры сам для себя. У нас в администрации тоже есть показатели, которые мы должны выполнять. Чем больше у нас будет 100 бальников, тем лучше для нашего района. Мы хотим, чтобы хотя бы 1-2 раза наш район тоже был среди тех, у которых есть 100 баллов. А мы миллионерами стали 2 раза, хотя бы 100 баллов тоже уже, это тоже хорошо, миллионеры тоже хорошо, очень хорошо, что они есть, очень хорошо, что Абдурахман Магомедович, поздравляю. Еще раз, я думаю, что и эту девочку мы будем поздравлять, отдельно мы ее пригласим. Это заслуга, может быть, и руководителя ее. Ну, хотелось бы, чтобы были победители олимпиад по математике, по русскому языку, по биологии, по химии, по физике. По таким предметам хочется, честное слово, хочу вот один раз обрадоваться за эти олимпиады, сказать, что у нас есть такие заслуги. Хочу обрадоваться за учителей, которые участвуют в программе «Учитель года». Потом хочу обрадоваться за воспитателей, которые участвуют в этих же программах, которых у нас практически нету. Почему-то, непонятно почему. Из 40 детских садов ни одна воспитательница не приняла участие в этом программе. Конечно, обидно. Очень сильно обидно. 40 учреждений, если попадет 200 воспитателей. Из 200 воспитателей у нас реально не нашлось никого, который мог участвовать, принимать участие в республиканском конкурсе. Не обязательно, чтобы он был лучшим. Он, хотя и принял бы участвовать в следующем году, сказал, что можно сделать, что нельзя. Очень плохо это, что этого не сделали. Этот рейтинг тоже будет входить. Такие мероприятия должны быть принимать участие. Добрый день, уважаемые коллеги.
Вот и год с лишним пролетело с тех пор, как меня назначили начальником отдела образования. У меня очень много, я как всегда говорю, и ночью, и днем, в телефоне, мои голосовые по всему району гуляют. Вы очень возмущаетесь, когда я возмущаюсь, когда я говорю вещи своими именами, но в целом вы должны понимать, что я на себя взяла образование района, и мы с вами, хотим этого или нет, должны соответствующий уровень держать в районе. Вот чего я сейчас хотелось бы начать вот с олимпиад. Школьный этап прошли, муниципальный этап прошли. Как вы все знаете, результаты олимпиад – это и есть своего рода показатель того или иного образовательного учреждения. Я всегда говорила, что я буду вещи называть своими именами, но все время думала, может, поймут, может, еще на следующем совещании, может, через одно, может, я не буду называть, может, они сами поймут меня, и не придется этого делать в такой аудитории. Вот как вы видите, мой работодатель Нурмагомед Максут Качиевич, я вынуждена делать так, как он требует с меня работы. Значит, сами делайте для себя вывод. Значит, школьный этап олимпиады. Аркачинской школе не провели, совсем не провели. Ачлинской школе не провели. Кахской школе одну олимпиаду провели. Все эти 3 школы не провели, а дальше, естественно, и в республиканском тоже нет. По итогам олимпиад мы провели по 9 направлениям, уже завершили олимпиады. Значит, из возможных 100 баллов, какие дети набирают баллы, посмотрите теперь. По экологии 26,5. Одни призеры, победителя тоже нет по всему району, и то 26,5 баллов набирает по экологии Гацатлинская школа. 7 класс 26,5 и по экологии Абадинская школа набирает 37,5. Всего в этой олимпиаде по экологии участвовали вот 5 школ. Дальше. Общество знания. 26. Тоже призеры, победителя здесь тоже нет. Призер 26 баллов Аратинская школа. Дальше ОБЖ. ОБЖ у нас 150. Призер – это Ахалчинская средняя школа. Дальше у нас Аратинская школа по литературе. У нас 1, 2, 3, 4, 5 школ участвовало только. 5 школ имеют показатели по литературе. Это не точные науки. Вот имейте в виду, вот казалось бы, физика, химия, вот точные науки, вот там показатель чуть меньше, потому что не все дети имеют высший показатель по этим предметам, но по литературе у нас 44 балла набирает Абадинская школа и Батлайчинская школа. Дальше у нас математика. Всего 2 школы по этому направлению. Это Буцуринская школа и Хунзасская школа номер 1. Конечно, Максут Гаджиевич мечтает видеть здесь призера и победителя в этом направлении, но однако до этого далеко нам. Всего 2 участника. Всего участника представили 2 школы из 38-39. Дальше. У нас МХК, предмет 175, победитель Хунзасская средняя школа. Дальше у нас предмет по физкультуре, у нас очень много участников. Хорошо, хоть здоровый образ жизни, хоть на высшем уровне. Но 98,3 балла Харахинская школа, 87,7 баллов Амушинская школа и Буцринская школа 80,2. Среди 9-х и Аратинская школа 93 балла. Дальше у нас история 95, это победитель. Хунзасская школа. Тагиров Юсуф, да, это Хунзасская школа. Дальше у нас
география 94 балла, тоже победитель. Дальше у нас МХК 175, тоже Хунзарская школа, Вакалова Хадижат. Вот эта девочка, видимо, выручает эту школу тоже. Вакалова Хадижат Магомедовна, 175 баллов. Вот в целом результаты по Олимпиаде. Но если мы получаем вот такой низкий результат в муниципальном этапе, представьте себе, какие у нас будут результаты по республиканскому, по региональному этапу тоже. Значит, когда говорим, нужно проводить Олимпиаду, нужно вести детей, нужно к этому относиться серьезно, ни один руководитель это и слышать не хочет. И слышать не хочет. Какой же вы хотите результат там на ЕГЭ, если в 7-8 классе, если у нас всего 2 участника? Если по математике всего участвуют 2 школы, какой результат по математике вы хотите? Дальше. Участвуем в республиканских мероприятиях. Я делаю все, чтобы мы участвовали во всех мероприятиях республиканского масштаба. Не хочу, что все очень плохо. У нас, хотя скажу, что очень плохо, эти 3 цифры, это не так уж много. По итогам регионального этапа всероссийского конкурса сочинений 2-е место получила Нурмагомедова Саида Гаджимурадовна, ученица 4 класса Мучевская школа. 3-е место получает Магомедова Марьям Гаджимурадовна, ученица 10 класса Абадинская школа. Это очень хороший результат на республиканском уровне. Также диплом 3-й степени республиканская научно-практическая конференция среди студентов получает Матвейчук Дарья, ученица Батлаической школы. Лучший учитель года родного языка Гусейнова Саида вот 21-22 числа будет представлять нашу республику в Москве. Успехи нашей Саиды на этом тоже не завершаются, можно сказать. Она сегодня находится в Нальчике, участвует в мероприятии. Центр непрерывного повышения качества там у них проводит мероприятие. Она тоже как учительница родного языка и литературы, она для награждения, ее пригласили, значит, в Нальчик. Ну, посмотрите же, друзья, какой огромный район, сколько школ, сколько садиков, какие создаются для вас условия. Ну, что такое Гусейнова Саида? Что она участвует, одна учительница Хунзарского района, одна учительница. Вот я хотела бы вам сказать, вот 100 тысяч, лучший учитель. Я в группе говорю, и вот раньше я знаю, это дают избранным, это не всякий может в этом участвовать. Были же вот такие разговоры? Были же такие разговоры? Они по сей день тоже есть. А я вам, руководителям, дала возможность представить своего учителя на 100 тысяч. Я написала открыто в группу, кто хочет участвовать в этой лучший учитель года на 100 тысяч. Там участвует одна учительница Батлаевской школы, тоже учительница родного языка. Ничего страшного, да, хоть с родного языка, хоть один учитель Хунзарского района имеет возможность участвовать. А почему не имеет возможность участвовать ваши учителя? Почему? В чем проблема? Есть же у нас хорошие учителя, есть же возможность показать себя и свою материальную сторону тоже поправить. Есть же такая возможность. Почему не представляете? Нету. Не представляют, потому что для этого тоже какая-то работа нужна, и они должны работать. Руководители, прежде всего, должны работать, собрать материал, представить. Это работа, их заслуги должны быть на сайте, поэтому и не представляют. Насчет сайта я хочу сказать. Хунзарская первая, Хунзарская вторая, Батлайчинская, Рубода и Орота. Все. Остальные чем занимаются? Почему не работает сайт? Я же вам говорю, дальше, чтобы выдвигать своего учителя, повысить его статус, любой документ, он должен быть
на сайте. Вот мне говорят, что они там теряют. Вот на днях мы, значит, школы открыли раздел «Основные сведения». Вот основных сведениях вы выставляете вот эти заслуги своих учителей. При этом вы там даже не нужны. Они сами открывают сайт, смотрят, министерство смотрят, в каком году, в каких конкурсах принимали участие, какие заслуги, в каком году последний раз были на курсах повышения квалификации и так далее. Ну, неужели у вас в школах нет человека, за которым закреплен сайт? Вот, например, альхамдулилля, могу я сказать, теперь в отделе образования, у меня в отделе есть человек, который может это курировать. Вот Мурат, он ежедневно бывает на связи. Я же в группе вижу, как много он вам отправляет. Он вам объясняет, отправляет и выставляет на сайт отдела образования. Держите с ним связь, кому это трудно делать, попросите помощи. Ну, мы же не говорим, делайте как хотите, попросите помощи. Вот я в этом направлении некомпетентна, помогите мне. Почему нельзя это сказать? Это разве унижение? Разве не унижение? Тут не это ли унижение? Нету этого тоже. Дальше. Вот сейчас у нас планируется вот 21, 22, 23 конкурс «Учитель года». Если раньше цейсанаца «Учитель года», дида кеч ахиз халарин, дида там куэнбуциз халарин, цогиги хухариз халарин, угариз халарин. Я знаю, я когда в школе работала тоже, вот те люди, которые хотят себя показать, у них конкурс «Алдильбук Аратани», лично для меня, в нашем районе, для меня главное урок. Покажите свой урок, покажите, как правильно вы преподаете, покажите, какой есть результат вашей работы, покажите, какими разными приемами ваши учителя обладают на уроках, покажите, как вы можете самого лучшего и самого худшего, слабого ученика, как вы можете охватить этих детей на уроке. Вот что главное на уроке. Вот сейчас я смотрю. Учитель года участвует в заявлении от Хунзарская вторая, Цада, Тлайлух, Хараки 2 учителя, Батлаич 2 учителя, Харикуло, Хиндах, Накитль, Ахалчи, Гацат. А где остальные? А почему остальные не участвуют? В этом конкурсе меня что радует, здесь 7 учителя выбрали предмет английского языка. Очень хорошо. Я сюда приглашу с республики лучших в этом направлении учителей, чтобы они сидели в жюри. Мы не будем ее просто так проводить. Я не позволю, чтобы наш район образы, чтобы представился в регионе. Региональный у нас будет Хасавюрте. Почему другие школы не участвуют? Почему? Значит, конкурсы. Какие проводим конкурсы? Хагалясаться, имицел другясаться, ой-ой-ой, конкурсов. Но жоды доводи того. Дитсижа айзюгу жив школа, в каких конкурсах участвуют, если конкурс алдхайч шилан оржун уже драк алкуге, конкурс алдхолеч они, олимпиада алдхолеч они, результат школы хулгеч они, это не школа. Ни в одном конкурсе не участвует Тагадинская школа. Ни в одном. Конкурсов. Горы глазами детей, права человека глазами ребенка, шаг в будущее, антикоррупционный конкурс, эколята, исследовательская работа науки юноши питают, история школы, мы дружбой народа сильнее, сочинение, единый урок, боевое братство, видеоролики «Дагестан, мой край родной», иллюстрации произведения о Дагестане. Мы дети России. Хавагушины конкурсу могуникеца сентябрь, октябрь, ноябрь, ну и декабрь, а первый квартал отдыха, схонигел участие в уничу или школах. И военно-спортивный лицей, где у него схонигел участие, Гацалух участвует только в сочинении, да? Почему нет?
Цадинская школа участвует в 2. Пишут цикл участия в Югу, Хунзавская 1, Хунзавская 2. Что ж теперь мы будем ездить на хунзавских школах? На них мы будем ездить. Эзибат и охвата еще, эзибат и голежойшуги. Ну хорошо, да, 100 школ участвуют, он один участвует, нужно же геону. А почему же нет? Это не ваше упущение, уважаемые коллеги. Разве это не ваше упущение? Но уже царскую дискидок, но уже группа Ола. Вы не умеете работать. Клянусь, Масуд Гаджевич, стыдите начальник ООНа, давай мы их ругать не будем, будем хвалить, и он Новый год отдал. Ну как же теперь хвалить? Разве Гавжун уже царскую школу? Для этого же достаточно позвать организатора и сказать, вот, один конкурс могу, обязательное участие. Хевжу, что нужно начальная школа. Около школы участвует в жизни района, остальные школы просто время проводят. Просто сунда не участие гайчку, конкретно он даст, просто время проводят. Абдиться Олю, что это правда, уже, иншаллах рахман, с сентября я не буду сидеть в кабинете, я буду в начальных школах района. Слушайте, хаб, например, бицеодок, и он хаб улюги ножода, рахацут от начальной школы. Рахацут начальной школы, руководитель рахацут, Ади. Чем занимаетесь? Почему вы не участвуете в жизни района? Почему вы не развиваете своих детей? Почему не развиваете своих сел? Значит, вы не работаете, нужен хаточка, что я должна здесь быть плохой начальник, или наш руководитель, глава района должен быть плохой руководитель. Мы что не делаем? Вам мы не платим. Мы не платим вам. Почему эта школа может участвовать, а почему вы не можете участвовать? Если нужно периодически, если нужно периодически, давайте нужно инстаграмом нужно халки был, шайба олюкун, хотя бы могут ветер он аби, нужно халки айзукун, жани хейн он, значит это проверяете он аби, нужно драков хези он. Как шушу чичани школа, причем эти все школы, начальные школы, почти все школы отремонтированы капитально. Капитально отремонтировать в школах, за исключением геничук и химии. Не работаете вы. Хвалить вас никто не может. И меня никто не может в данном случае хвалить. И вас никто не может хвалить, потому что нет у нас работы. Как можно сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Осталось тоже умху. Жани, район говорит, соники конкурсов, участие Айчон Лукини. Как вы можете? А для кого же тогда мы это делаем? Для кого мы это делаем? Давайте тогда целку школа Зулгицун, Хунзавский Гицун, Баклайчи Гицун, Лёгода Гицун. И Уздаросо очень хорошо работает. Уздаросо Киому Хаккушина, Ханибугишина Хул приняли участие 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Анку конкурсов участия могут. Шизих аронугит. Обара информационно-методический центр унадорок и нонугу ясал, нужно сотайзи. Шизи эбон. Шизи, нужно цолархат эху сотайзи. Зачем они нужны нам? Так нельзя. Очень плохо. Дети нужно кидок олю, вещи буду называть своими именами. Вот это случилось уже. Дальше уже будет все хуже и хуже. Умеете работать? Работайте. Не умеете? Освободите место. Освободите место. Лучший садик. Что участвует Тора? Результат шикарен. Почему не участвуете? Шигач умуги. Шигулар умуги. Не надо сидеть, коллеги. 25-30 тысяч обросов. Не надо так уютно сидеть начальником. Не нужно этого делать. Но же шимник жоеч Анатольевич, шимник жоха. Видите, вчера, даже Масуд Гаджевич не знает. Я вчера у них Масуд Гаджевич собрала крайне необходимый узулеч жоха. Хеп проектор, ребята, хеп компьютер, хотя компьютер, тут и гусари колхуд зангу росунукан. Я для чего это сделал? Мне не сказал Масуд Гаджевич это собрать. Я собрала, вдруг если на конец года будут какие-то закупки делать, вам купить именно то, что необходимо.
Но же крайне паром убежит для нашей работы, чтобы мы могли ее закупить, если будет такая возможность. Жамал Набиевич сегодня связалась, он шубу компьютерный класс тагил, он ахтейну арданди хиракалоги. Бугу. Шубу колледж, посанч цок эскнова. Шубу тиндагил, он уж гирума. Цок у них это тоже хорошо. Цок у них это тоже хорошо. Мы, в свою очередь, кик, акрандай, шидай, ножекель, шидай, кисав, шидай, балайлин, мы стараемся делать. Но же драк от куги, жаникера, он долбежо. Я вот эти 2-3 дня была в министерстве. Но же драк от куги, кинокабинет Алжаникони, это знаменитый Хузарский район ищет он. Почему так говорят? Не как кутака заслуга Ольжи Гургов. Потому что везде, ну, завор кулюхл, джибжи кабинет Алжаникрикун, нежеяб, он. Поэтому мы стараемся все это найти, для вас добить киносок. Но в садке в школах будут ноутбуки. Кого ноутбук пачкинил он, хелинил он, эхл гшил рач, эхл гшил хат улечен. Халяраб сверу молодаги, халяраб учи руолдаги. Я еще раз вам говорю, хебжо, это не избежать. Жак огу. Хина не пишу электронно. Вот увидите, очень скоро будут частные садики и частные школы. Очень скоро. Вот тогда никогда халя, никуда чайну, когда толпа нихимал, никакую школу грач не было. Тогда мы будем знать, что мы из себя представляем. Бит Арогу, Абдурахман Магомедович, правильно, я еще в группе поздравила. Поздравляю вас. Ну хорошо, не надо ездить на большой перемене. Не надо. Очень хорошо, хоть цок, это огромная заслуга. Это не то, что для района, для республики это заслуга. Если такие одаренные дети есть, почему вот в этих вот конкурсах неужели это трудно в каждом мероприятии участвовать? Здесь можно учителя стаха, просто между делом, вот я от тебя жду это, о, не говори, жоха. Ну, олечуха, если нужно тебе олю гетани, значит нужно райова бикунечуха. Если тут цайле, он им же олеч этаниха, тут сок, хапсуцу, кинецуха, значит олечуха, букунечуха. Хелетина могу ищ. Но же, конечно же, они моцы, да гикигу моцы, жань, хвалить, очень хотелось бы хвалить. Это Бог, вы просто себе не представляете. Я вот не жду до этого дня совещания, он уже дыхал, кианит и успеху, они тут же вас в группе поздравят. Какая-либо проверка у меня тут же в группе вам говорю, нужно буквально жорху калахилом. Но однако, что хвалить в дуняке, я могу ли это делать? К концу года теперь придется делать так. Аттестация 100% будет, да, до конца года, до конца учебного года будет аттестация. Аттестация в регион по 5 направлениях. Конвенция ребенка, ЦО направление, русский язык, КИАЛь направление, коррупция, ХАБ-аль направление, УНКХАЛь направление, закон об образовании. УНКХАГУ направление наизусть должен знать любой руководитель, начиная с меня. Начиная с меня. Хебги халеч, время проводить. И в школах нет необходимости руководителям, и в садиках нет необходимости руководителям. Нам это не нужно. Этого не нужно. Вот, например, сегодня я узнаю, Заим школа, где директор? Почему уроки начинаются в 8 часов? На каком основании? Почему мы не знаем, что вы уроки начинают в 8 часов? Это что такое? У вас в уставе так написано это? В итоге, не совместитель Тейлон. Я сколько раз прошу земского учителя? Земского учителя, почему вы не даете мне? Почему вы не даете земского учителя? Вы не в 8 будете начинать, а в 6, чтобы они в 3 школах могли работать. Руководитель Сулейдин Антипикруп Инкулар, Шилель Хуздаэль. Уставы, помогите нам. Вот регламентирующий документ.
Вот земский учитель, Аледик представит Унуганиха. Коллеги, про земского учителя я тоже должна сейчас буду вам сказать. Значит, основные предметы химия и биология, медицинского химологии, основной выпускник Асак Бишумукуни. В 18 часов уже дыхал по учебному плану Букунар, Букуниш 18 часов. 18 часов химия, биология, эзиан, учитель запросит, обогу специалиста субак алтези, дарсат тези мы не имеем права. Но жёлцы гит умать, он там 7 часов, 8 часов, вот искюк анагадин уже. Не надо мне, если вы заинтересованы, что в ваших школах учитель девач, что компетентный учитель, что был на местах, кевосухи, биология, кевосухи, химия, кевосухи, адицоги кино, они эти 18 часов и запросите учителя. А вы ссылаетесь на то, что на жоросу хлопали чиги хечинил он шуль хажинц вачинил он не жет свачина. Их микросаат гихизон, анхусаат гихизон, кхугехав, не надо запросить земского учителя. Вачкунар к нам не отправляет микросаат гихон земский учитель. Для него мы должны указать 18 часов. Вот я на той неделе тоже была у них в министерстве. Они говорят, только второй школы, математик вихизон грижудоца. Только нужно скоро данные сдает он, учитель земский запросить вы не можете его. А почему нет? Почему нет, например, вот, завтра же я жду от вас английский хечатаниги, хеч учитель, химия, не надо, абикруг нажет огу. Абикруг, не надо, с другой стороны надо смотреть на это. Жак они химия, физика, махич, хехимо кру мажор медиинституталды, хехимо круич, у нас специалистов через лет 10 никаких на курсу медицинских работников не будет. Точно так же не будет по другим направлениям. Ну, жак как охл, узкое мышление же не должно быть. Вы же должны думать, что будет завтра с моим селом, с моим районом, моей родной школе. Он хескуларишет директора перед собой задачей. Коллеги, еще раз говорю, если вот в таком темпе, хеп-каидалда, нужно только свою сторону. У папки два конца, с другой стороны тоже рассмотреть надо все вопросы. Хедина нужхал улюгун, не кэрай унаху. Шу хавак адок, они шу хани хунг, они шу ки хунг, они хиданик букунару толчок. Не будет. Ножай росун компьютерный класс цезонги унару, ножай росун холодильник цезонги унару. Не будет этого. И не пытайтесь ножорвать телевидение бачара, ножор хечи жорикини. Телевидение отбитие, настолько компетентно вы занимаете свою должность. Или в жубите. Кинорезультат нужен школа до гельбите. Кинорезультат у гельбите. Чан выпускник киновуза и кваралицы. В последнее время кинодостижения нужен учитель за зубру геолицы. Хотя Нижер, битукрицен, щимни не чаржует, где-то там холодильник не хватает, где-то печки не хватает уже. Но же до хамукини, или один бикумакунари, а здесь тоже нету, но же бикумакини. Нету. По возможности делаем все, что можем. Вот я могу еще много говорить. Соник же, пожалуйста, мы вас не затыкаем. Коллеги, я вас очень прошу. Тут как мы это можем делать? Я очень прошу вас тоже услышать. Я всегда люблю, чтобы разговор, чтобы диалог чтобы состоялся. Идеально работает Мурат, новоназначенный руководитель, идеально работает. Клянусь, работает. Конкурса участие в открытый урок. Вот лучший урок конкурса в Авсат района. Мурат из школы, другой учительница участвует сейчас. Что у вас нету, что ли? Почему вы так низко оцениваете своих учителей? Неужели нужен учитель, который бы мог участвовать в этом? Шайкулар нужен учитель за это. Если у вас какие-либо вопросы будут, они обязательно должны быть сегодня. Пожалуйста, озвучите. Я сессия бюджет, проект бюджета геона. И балл салора патаку учитель за спортшколу за детей, детективы.
Бишентлик хасай вариант алрох спорт школы. Минимальные вузы где-то около 30 тысяч рублей. Ну, между нами говоря, например, он да спорт школы директор латвии ратичуники. По сути, он выезжал, например, что вас из команда Анус Махамс Абдулги, что я из команда Агимент не поставка ралха. Habe ich gewählt, an Millionen расходом спорт школы, абсолютно ноль результат. Или единственный какие команды сейчас то вас вот я смотрю борца за колоха все случайно то верно и то призовое место школы республики да ну учитель за всех учитель за захмат халдиги азиги 27 манда хаж гибахне иншаллах алги диксикман халд зратиля но стараться хеля ну да такое он желешка главное желание и колхоз жошли как директор разганы почти где-то каларичи шуниге чукин грох опытниги стажиги халдар директор зай Бёрки голд баркат шезеги Чекино коллектив баркат нижра касан собрание сакасы где тоже касанги тисонги Бёрки битек хад викбали Allah для посулаз Очень много хорошего сказали. Битиню дорожу практически кудичу. Элементарный вопрос. Да, с сайта за вопрос. Поднимать вопрос по сайтам. Цониги школа, цониги садики, жудор компьютеры лечи, тинки обеспечить арджи. Чай, цониги худуны. Что такое сайт бачини? 5 минут времени. Сайт бачунару бездельникаться. Здесь нужно вот открыто говорю. У вас ничего нету, что выкладывать на сайт. Вы бездельники, вот кроме этих 5 школ и, наверное, 5 садиков, наверное, которые дают информацию, они не делают не потому, что они не хотят. Там 2 варианта. Они не знают, и у них нечего туда выкладывать. Поэтому и не делают. Делайте выводы из этих слов. По сайтам. По аттестации. Аттестацию мы будем проводить, мы уже подписали соглашение с Министерством образования, они уже подготовили программу, все у них есть. Эта программа, она не будет от нас зависеть. Но я сторонник того, что проводить аттестацию не для того, чтобы принимать сразу меры. Я сторонник того, чтобы проводить аттестацию к концу мая, чтобы дать учителям и руководителям возможность подготовиться в летний период. И в сентябре проводить 2-ю аттестацию и принимать меры уже по сентябрьской аттестации. Потому что такими темпами мы далеко идти не можем. Когда говорят, вот Мурат участвует во всех мероприятиях, Мурада там хорошие показатели и так далее. Ну давайте мы всех директоров будем менять тогда. Поменяли нового человека, поставили, начал по-новому работать. Все остальные старые директора, которые не хотят работать. Это того Мурада поставили позапрошлом году, 2 года был лучшим, теперь этого поставили, этот стал лучшим. Давайте мы всех будем менять. Все станут лучшими директорами. Все сейчас думают, зачем нам эти конкурсы нужны, нам для чего они нужны. А мы что ли их придумали? Или в республике 1500 школ проводят эти конкурсы и все мероприятия, только для хунзалцев это нагрузка. Все их проводят. Все школы республики проводят, все школы республики участвуют, только хунзалцы не участвуют. Только хунзалцы не участвуют, потому что у них денег нету, потому что у них слабые школы, отопления нету, освещения нету, транспорта нету, учителей нету. Чего не хватает? Интернета нету. Чего не хватает? Скажите, вот мне просто, вот Фатима Хадизовна правильно сказала, ну встаньте хоть один человек, скажите, что препятствует вам стать лучшей школой? Любой школе, вот что, Тлайлуха плохая школа, что ли? Или Гацатли плохая школа? Где плохая школа сегодня? Где школа, которую нельзя проводить? Да, Хиним не хорошая школа, Заим не хорошая школа, по 2 детей, по 2, по 3 ребенка, где учатся. Я не могу так сразу это все делать. Но другие школы, встаньте, скажите, где нет возможности проводить мероприятия. Вы спрашивали, плохая школа? Где плохие школы? Где нет условий, чтобы проводить эти конкурсы или какие-то мероприятия? Я же каждый раз, вот, на каждом совещании я это говорю, слушайте, вы когда выходите из дома, вы посмотрите в зеркало и задайте один вопрос. Для чего ты идешь сегодня на работу? С какой целью ты идешь в школу или в садик?
Какое воспитание мы даем в этом садике? Если в садике мы не воспитываем детей, в школу кем они придут? Почему мы не можем 1 сентября проводить экзамен в садике, что и этот же экзамен будет вступительным для школы? Ни один ребенок же не приходит туда неграмотный. Все получают 4-5 баллов из садика. Это учителя виноваты получаются. Вы почему об этом не думаете? Вам же доверяем мы, родители, вам доверяем своих детей, грамотных, умных, разговаривать, которые могут, которые учиться могут. 90% из садика же выходят грамотные дети. Все знают они. Здесь, когда говорят таблицу умножения, знают. Еще как знают. Ментальную математику мой сын знал, когда в садике был. Знают они все это, просто им не дают здесь. Ментальную математику считать он умел. И учить надо этих детей в школе, в садиках тоже. Там тоже есть образовательный процесс. Их тоже надо обучать в садике. И писать надо учить, и читать надо учить, и ко всему надо учить. Скажите, вот на самом деле, Батма Хадисовна правильно сказала, вы встаньте хоть кто-нибудь, скажите, в чем проблема? Вот в чем у нас проблема? Учителей, вакансии вы не показываете. Из 630 учителей, сколько часов там получается? 35 или 40 часов у нас вакансий. Из 600 учителей. Нет у нас вакансий. Нет у нас вакансий. Почему? Потому что этот брат, ему надо дать 8 часов, тому надо дать 27 часов, тому надо дать 35 часов, тому надо дать 40 часов. Поэтому у нас нет мест для работы. Поэтому мы молодых учителей не можем принимать. Вы вспомните себя, когда вы были молодыми. Об этом же не так далеко же это было. Вспомните, когда вы после пединститута пришли и хотели устроиться на работу. Вы что думаете, другие не хотят этого? Те, которые сейчас придут, что думаете, другие дети? У них же тоже есть такие же родители, как вы. Они тоже хотят зарабатывать деньги, они тоже хотят учиться, они тоже хотят учить детей. Для этого же они учились в институте 5 лет. Еще один вопрос. Вот у директоров есть время. Почему-то ни один директор не обращается, не просит, чтобы провели занятия с их учителями. Это что, для вас проблема, что ли? Слушайте, соберите всех учителей по предметам. Мы пригласим лучших специалистов из республики. Время же, в которое вы учились, ваши учителя учились, давно прошло. Они же, когда ходят на повышение квалификации, они же вы же знаете, чем они занимаются? Как они повышают квалификацию, вы же все знаете. Поэтому давайте соберите учителей, хотите во время каникул, хотите после каникул, а соберем учителей по направлениям и будем проводить уроки. 1 день проведем, 2 дня проведем, 3 дня проведем. Пожалуйста, что вам еще нужно? Какие условия вам нужно создавать? Не могу я понять. А сейчас не как раньше. На курсе повышения они же uzričali пропускать легуни, а возле его документ к колледжу. Вы же видели, я же вам группу отправляла. Это не как раньше. Сейчас курсы повышения говорили руку. Там руководители поменяли, министры другое, требования другие. На самом деле, нужен порежу. У нас сегодня есть возможность делать курсы повышения голяпов именно в каком направлении нам нужна помощь Айзи. У нас есть возможность их вызвать сюда. Есть клуб учителей года. Помните, клуб учителей года? Они показали нам изумительные уроки. Мы можем опять их пригласить. Мы можем дать им заявку, по какому направлению, учитель, чего не хватает Айзи. Давайте все время на самом деле какой-то толчок чего не хватает, что требуется от нас. Или что-то мы требуем, то, чего нет в других местах, в других районах, в республике нету, что-то мы, может, требуем дополнительно к тому, чего нету. Ну, насколько я знаю, мы требуем только те вопросы, которые с нас требуют. Здесь абсолютно лежит Богу чисто нужда баржу, чисто нужда руководителя. Здесь абсолютно нужда олик тинечкидал результат салеху, битун тинечкидал.
Ведь, Ольга, просто участие в конкурсе в ваших школах, почему нет или холюбится? Почему нет? Организаторы у вас есть? Пионер-вожатые у вас есть? Социальные педагоги у вас есть? Психологи у вас есть? Классные руководители у вас есть? Предметные учителя у вас есть? Почему? Почему не проводите мероприятия? Это не просто мероприятие. Любое мероприятие для развития ребенка. Любое мероприятие. Любой конкурс просто так выкизолжок у народов. Никет выкизолик, он никет гурай, он отбуги одаренный химик. Значит, что получается, в ваших школах совсем нет одаренных детей. Родитель зацникет собукин колледжет Аллаху лечу. Очень я хотела бы собрать родительское собрание района. Просто из-за этой ситуации мы не можем. Ходу родитель, репетитор Аллаху любит. Почему родители требуют улари? Почему он не ходит на уроки? Почему он не говорит? Вот отстраните вот этого учителя. Клянусь, родитель мог бы это все изменить. Даже не жется гуриха, родители школа надо в жохара. Родитель зазиги шуйля хуники, шуйля бюро кнугу возик, вот ахигечу хун, конечный итог кнугу возик. Элементарный жоха, конкурс рисунка. Слушайте, в чем проблема? Что уроков рисования нет? Можно. Родители сегодня учитель на хрехзе улю. Я лишь сержу. Ну, например, у меня есть такой учитель, который дети не хотят, родители не хотят. А я его уволить не могу. А что мне делать? На сегодняшний день, Да, на сегодняшний день. есть у нас, у родителей есть выбор школы и выбор учителя. Ну, выбор учителя, учитель заехал в школу Эшхабад и выбирать остальные же учителя, им подходят в этом классе. А один учитель не подходит. А то учитель... Нет, что он не подходит только определенному количеству родителей или всем ученикам? Всем ученикам и всем родителям. Например, есть такой у меня учитель, который а что мне делать? Ну, я работаю, я хожу на уроки, посещаю, анализирую, говорю, я сама говорю, как надо. Все, ну, работаю я с ней. Давайте аттестацию проведем. В чем проблема? А так тебе вот, Согиги, земские учительки. Ну, например, у меня, например, химик Сулатани ставка, у этих учителей же ставки же нету химиков. Например, выключу от химик хулуку на резу, выключу от географии хулуку на резу. Если у меня там параллели 2 и 3, олрук инхул, ол земские учителя, но что дожала вакансия, например, какая-то школа написала химию 9 часов, ну, они где возьмут химию 9 часов, говорит, только если у них 10 часов нету, 18 часов нету. Вот и нам он, земские учителя, это очень тяжелое, конечно. А как в этом году, например, я приняла 3 молодых учителей. Игу математику Осандицу Русаведиосана. На самом деле у меня они прекрасные учителя. Университет с отличием на красном дипломе Туара, Игу медалисту Осандицы, и Сан Халдизия довольно работает прекрасно. Ну, почему? Раньше школы абсолютно говорится информатика с Лукуни. Информатика, математика, перевод, информатика, архив, учитель, вот что ли, Гунди. Ну, честно говоря, вот когда говорят, ругают, как-то обидно становится. Все равно же мы тоже стараемся, как мы стараемся. Вы даже знаете, что как я вас не ругаю, как я сегодня сдерживаю себя, не хочу ругаться. Ну, говорить на самом деле хочется очень много. Недовольство, вот всегда мне говорят, почему ты недоволен. Я же объясняю, Раиса Тамаровна, вы мне скажите, вот здесь сидят все руководители образовательных учреждений, вы мне скажите, что я не сделал, чтобы у вас была хорошая рабочая обстановка. Что не сделано? Я лично благодарна вам каждый день за оказанную мне помощь. Лично благодарна и еще приду, ну отпуск еще раз приду, и благодарить буду и просить буду. Так что, но я говорю, честно говоря, Дида айзугятан, ахиду хадисам нафки, ахиду кабинету, ахид адаги яци, требуйте. Хагал общий фразаца, волосу хамахат бачан, они кашин, аскма, чан толи зачем? Жив чисто, жин айскваджа, жин да ай. Гору на общий фразу, жив чилуке дом закай, аздаги келя, хатиди гурила, келя, поэтому вы не правы. Але хапакот орах ляху чистая бичли, хапакот добя. Шубу гахиден лайшу, эдайш олю. А ты мать, я хочу чисто тут сегодня бичула. Давайте мы сегодня не будем переходить к плане, который мы поставили. Мы пройдем более, все-таки Новый год наступает, все-таки праздник. Год мы завершили хорошо, в том числе благодаря вам,
Мы получили это второе место в горной зоне. Я сегодня депутатам говорил, и главам говорил, и вам теперь говорю огромное спасибо за то, что мы хотя бы это сделали. Хотя бы второе место мы смогли получить. Когда можно было бы первое место занимать. Но, Раиса Дамаровна, человек, когда... Мы же все взрослые люди. Мы когда что-то делаем, хотим получить результат. Мы не делаем это просто лишь чтобы ее сделать. Я же вам не даю лишь затыкать там по 1000 рублей на ремонт или там по 2000 рублей. Я в большой школе даю больше денег, в маленькой школе даю мало денег, потому что знаю, что это будет достаточно хотя бы на 20-40% поддержать то, что у нас есть. Нужен компьютер, пожалуйста, кому нужен срочно? В первую очередь купили. Кому нужна интерактивная доска? В первую очередь этим нужно, этим нужно, этим нужно. Мы же это все делаем для вас. 25 музыкальных центров и доски с проектором мы купили в прошлом году для садиков. Для чего? Для чего мы их купили садикам проекторы? Не для того же, чтобы они висели и пилились там на углу, так же, как компьютеры, которые я купил позапрошлом году. Эти компьютеры, сейчас тоже я приду, это хорошо, если они укрыты, но они не укрыты, они пилятся в ваших кабинетах. И то хорошо, если они будут в кабинетах, они где-то в другом месте. Каждому садику купил компьютер для чего? Для того, чтобы вы ввели электронный детский сад. Чтобы не было вот этих разговоров, чтобы не было лишних проблем. Каждый заведующий лучше всех знает, сколько нужно ему места, где нужно это делать, как нужно это. Нет, из-за вас, из-за того, что вы не в состоянии, приходится говорить, вы не в состоянии проводить это мероприятие, поэтому я плачу человеку 18 000 рублей и держу этого человека на штате. Вы понимаете это? Из-за того, что вы не в состоянии работать, я держу. Что еще нужно говорить? Как еще нужно говорить? Раиса Дамаровна по-другому. Как еще нужно сказать? Что вам еще нужно? Вам нужно, чтобы я приходил в каждый класс и сидел на уроках, что ли? Нет у меня таких возможностей. Для этого я отправил Магомед Османович, пускай ходит в каждый класс. Что, неужели трудно за 5000 рублей, которые получает классный руководитель, неделю один раз ходить по домам? 5 учеников у него в классе. 8 учеников, самый большой класс. Ходи в месяц один раз к одному ученику. 5000 рублей он получает. У нас уборщица получает 12 000 рублей. 8 часов работают. Он же получает классное руководство. Это что, за красивые глаза ему даете? Потому что директора дают классное руководство не тем людям, которым положено, а тем людям, которым хотят. Вот с этого надо начинать. Я вам еще раз говорю, слушайте, ваши учителя, возьмите оценки, которые они получили позапрошлом году, покажите это каждому учителю и скажите: уважаемый Магомед, принимай решение, ты же взрослый человек, что будем делать? Или ты будешь учиться, или ты уходи, освободи место. Надо же так говорить. А мы вам будем так говорить. Мы вам скажем так. Начиная с мая месяца, все же так хотят. Мурат хорошо работает? Правильно, потому что он новый директор. Тот Мурат хорошо работает? Да, потому что он новый директор. Молодые директоры работают, участвуют в мероприятиях? Да, работают. А садика как работают молодые заведующие? Делайте вывод. Если они хорошо работают, там будем менять. Нет уже, просто не делаем мы это все в надежде на то, что вы будете лучше работать, что использовать свои возможности, свои навыки, свои знания, передавать это все молодому поколению. У нас надежда есть на это все. 6 школ мы строим. Да, вот в следующем году будем, иншаллах, если все хорошо будет, за 2 года построим 6, и 7-я школа будет завершиться. Где такое еще есть? А для чего я это строю? Что, может, мне это ферму там внутри делать, в этих школах? Кто там будет учиться? И кто там будет учить людей? Для чего я строю эти школы? Ворота плакали, садика нет. Вот в следующем году буду строить. Школу надо ремонтировать, пожалуйста. Хамыши говорили, школа плохая, пожалуйста, будем строить школу. А для чего мы это делаем? Что, нам больше делать нечего? Хиндавский спортзал 10 лет не строили. Завершаем сейчас. Что еще надо делать? В Уркаче в 40-м году, который построили школу, пожалуйста, новую будем строить. В Мочок школы не было.
развалюха была, новую будем строить. Для чего? Для кого мы это все будем делать? Зачем нам это все нужно? Он строится на 300 мест школа. На 300 мест школа строится. 80 спальных мест, общежитие, идеальные условия. Идеальные условия. Что еще нужно? Отправляйте со всех школ. А когда говорим, что туда будем принимать учителей и руководителей по конкурсу, все недовольны. Она же не безразмерная школа. Всех учителей, кто туда хочет, я же не могу принимать. И детей тоже будем принимать. Повышение лды дунгалцу вид унуганха экзамену унугоб хаден повышение ушетлой заншан голшурал диде бичуару марта 2001 года Нижер ноябрь шезанугол. Здесь даже он гитимон дун шерст он дун район хлит айной, как руководитель математика за повышение лды. Тестал он экзамен кино ноябре завершим чали сюда хайлом чезолю. Чана хлан кол хожалт обуден. Вот это учитель будущего. Один гудир вас хабу жиги учитель. Заман сан ахлу хе на какое-то тестирование, на какую-то школу бриклин кол агалжа. Да не клювары курсову буни. Вале, дицу удовольствие дайте новно. Исключи меня на крехилому анду. Тут док вачинare квагельцы новно. Через 3 года це дунани вачерах дирбук сразу аулюгу во время каникул ритмах повышения. Каникул цалам повышения. Хуехан нормально он хажи. Хуез дарсагам канцкун бук путарахарах хуй ахнахи. Эдинан тигечо. Действительно вас анирач винук ан ол преподавательзе. Математика зуален аулан ани курсау. Во время каникул аулан холугар. Действительно, современная школа или проект учитель будущего, биология, химия, почти по всем предметам, математика, по всем предметам, люди рихидер учитель за игру, графика, он рихидер учитель за игру, даже второй этап, бабик хижигил, он хамат будет, до 22 года рух, один проект записаться, он руку. Авдидас кой гвачон есть на крехил он лехулеч иджуил он дитсе рехил мажон он иникол. Дайте предложение по предметам, какие предметы, какие не вы готовы. Мы будем привлекать специалистов из республики. Но сейчас хотя бы группа должна быть. По русскому, по математике, по физике, химии должны быть группы. Только это нужно сделать не 31 декабря. А сегодня нужно, да. Это проект с 2018 года. Я не курс список колбрели учитель зеона, но без пользы или окей, конечно, тестов вдруг он там мастер-классы показывает, школы посещают. Давайте коллажу, это очень современная школа. Так что я не арчази дирги он, моцилен соцсайдик школсе он не учитель зе, пользуется шимиги он. Кикал дорог не хабари цаники, лада калаба дорог арак битунжолсанги, 100% хайди хада битажот пользу восомнени, у вас что-то получится. Поэтому пользуется надо шимиги он. Учитель годался будет эти предложения кинены, например, почти антилантуана сечугу учитель годала выступать из руки участника зу. Хаб коронавирус не обжоги бугельсул дир предложение окона бичанте гобхайзе по зонам Кацатлинский, Харахинский, Асайкию зону. Бичанте хаярки цоцо представитель вачине более эффективно дагиштики и нюкине. По зонам хайзе количество адамов зугилечу. Мы же приглашаем жюри людей эхеса. Дойги бойги говорит он чангу кол хайз никересечу. Никеца хайла гор жюри бикиля английский ключевой худал. этом направлении бикелых жюри и отсюда грикелых. Единан он гурнани позоном биклис биклик их обхай замангечу, и у нас 38 участников было бы, конечно, сделали бы вот так, но нет уже. ساعتها الحط شو شكوى تطلع جاك يجي يروى شو أنا ساعتها وصلوا أنا خارج جاك الإنترنت حط ضرر كويس وصلوا أنا. Футбольная лига, спортивный клуб, сайт по горячему питанию. Все эти вопросы вы обращаетесь к Мурату.
У нас есть возможность, у меня уже есть специалист, который будет заниматься с организаторами школ. В основном заучами школ работу ведет Магомед Османович. Пожалуйста, по всем направлениям, курирующий руку по всем направлениям, связываться, работайте. Вот направление вам мы дали, вы можете... Нужно претензий нету. Пускай работает, ваши работают. Еще какие вопросы? Не школа ругя хабук ана черчения предмет. Диге эметрят оцети тройка кана четвертате. Оню пример караужу. Именно хагаб черчения пространствена фигура бихизова. Геометрия бачун хагаб бук ине нормале. Шайб Ленинградский ПГС салцалулец алдохайру гаракиса политехнический руго строительного именно проблема из-за черчений. Неужели хагаб акалги ругони, учительги ругони хагаб иго класса хагаб водитель гулари? Предмет Боткара с любой стороны можно посмотреть. То, что мы тогда делаем черчение, это сейчас на компьютере, на 3D моделировании, это не проблема ее делать. 1 января хагаб нежец население босулук хагаб честно знам калды регистрация гайч уго еврак ноже боситилариле хагаб тукатои коробка да буги гурунила. Еврак чай хойлук аранитер умузу чагучуатиларон. Хагаб регистрация гайо qolo хаду азар гуруш син нежец эсколюгу. И еще плюс غورك تقول عطا شوبيت أنا نص وسكي هيز كله وارجسترات وسكي تلاز كله بس أولي بعرض كي كنا جوت تلاز عن شيشات أنا توكا هون دولوين تجهز أوتوبس كي ورخم بس وون داعي تسافرهم دي تصدير كل حلقة هذا هارون في مزوجوجين أو تلاز مك أرجو هذا سر شيء هو اللي بيجو جات هيزو مودي إيه اللي بسوا الله دير هادين جوتي كيدو بيتونو هذا سالكس أرخيم حضور راجعيسو حضور جو راجعيسو نيجي كي زحمة جوتي جيب سالك سليمر أراك الشكول ديركتور وطني هالكين الشكول وجيتي وطني دوك تكين في مغلاج أريل أو سؤال كيس يبقى أصلا شو رجل نجوا جواب. Молоком вопрос придумали не мы. Точно так же, как Меркурий мы не придумали. Точно так же, как это все вводится не для того, чтобы там молоко. Да, наши родители не травились не потому, что они молоко, а тогда этих стеклянных пакетов не было. Тогда наши коровы на мусорках не жили. Тогда они мусор не кушали. Тогда там, они питались на нормальных пастбищах. Но жарко руковал по пастеризованное, более-менее нормальное молоко. Не то, что качественное, а хотя бы молоко такое, которое мы будем знать гарантированно, что наши дети не отравятся. Более вот в Хунзах, например, было отравление людей. Отравление же было не потому, что администрация что-то плохо воду подавала. Вода была кристально чистая. Анализы, когда сдали, эти люди вообще удивлялись, какая хорошая вода в Хунзахе. Но кто-то взял, соединил с себе домой этот шланг, оттуда засосало чего-то и отравились там 30-40 человек. Вот таких вещей, чтобы не было, чтобы исключить эти все варианты, кому не было бруцеллеза фунтера, или еще хуже, там, лейкемия, которая болеет. Это же никто не знает. Если бруцеллез при кипении уже лейкемия-то не остается, поэтому волкиног вопросил исключить руку Никола пастеризованное, специальное молоко. Мы рисковать этими детьми не имеем права. Ну, кунечу, пока до сих пор никто не отрывался, это очень хорошо. Нас Всевышний спасет. на каждую ребенка норма арацату кино же хирах мугех голда уложить сейз олеч круг инкол граммал гузей турехат. Ну, этот вопрос у нас тут не хочется вот конец года настроение испортить, да? Когда у нас было 73 рубля, по-моему, да, у нас на садик. На садик, когда у нас столько детей, столько рублей было на садике, во всех ближайших районах было 50 рублей. Ни один человек не возмущался, что много денег дают. И тем хватало 50 рублей, и нам хватало 75 рублей. Сейчас всех выровняли, сейчас наши жалуются. Но не только Хунзарский район, мы же анализируем ближайшие районы. Нефтедоречного района, который рядом с нами в одинаковых условиях. Хотя бы на 3-5 рублей больше, ну, чтобы приблизительно рядом, что ли, были. Потому что если 100 рублей, у них 70 рублей, если год, у нас проверяющие спросят, а что у вас такие цены?
Цунта, например, в 2 раза тяжелее, а мы же не можем как больше, чем их ценность. 22 год будет годом Фазу Алиевой республики, а 23 год у нас будет год Расула Гамзатова по всей России. Мероприятие, то, что мы сегодня озвучивали, если там 10 конкурсов, в этот период будет как минимум 2 раза больше. Надо готовить детей для выступления, для участия в этих конкурсах. Сегодня начинайте. А почему? Вы же все знаете, что это будут эти конкурсы. Вы все знаете, что это мероприятие. И садики знают, и школы знают, и все знают. Начинайте готовить на Фазу Алиевой на следующий год, на Расула Гамзатова на 23 год. Мероприятий будет очень много. Вплоть до того, что если будет возможность в каждом населенном пункте. Потому что Расул Гамзатов такая личность, в нескольких республиках за границей это все будет проводиться. В некоторых странах. Я не знаю, пока еще там 4 страны, по-моему, определились. Я думаю, что много будет, где эти мероприятия будут делаться. И готовить будем район на эти мероприятия. Не думайте, что мы вас не привлечем, мы вас тоже будем привлекать на каждое мероприятие. Каждое мероприятие, которое будем, и хорошее, и нехорошее, и тяжелое, и легкое, на все мы вас тоже будем привлекать. Если у вас других вопросов нет, ко мне. Баркала, всем спасибо.